Православные готовятся к празднику Крещения Господня и традиционным купаниям. Сейчас специалисты ГИМС по всей республике проводят обследование льда. Силы и средства МЧС в праздничную ночь и последующие сутки переведут в режим усиленной работы. На территории республики будет действовать более 30 купелей. 5 из них в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе, 4 в Ухте. Подробности у Виктории Науменко. Даже морозы за 30 градусов в прошлом году не остановили желающих окунуться в купель. А потому и в этом на местных иорданиях ждут немало людей – больше 1000. Тем более, что по прогнозу должно быть не так холодно – всего около -10. Совершить обряд омовения можно будет 19 января с полуночи до 2 ночи. В самой Ухте купель по традиции готовят возле плавательного бассейна «Юность». Появятся они в поселках Водный, Ярига и Боровой. В безопасности крещенских купаний у нас будет задействован Ухтинский аварийный спасательный отряд, МВД России по городу Ухте, Сосногорский инспекторский участок ГИМС, Главное управление МЧС России и, соответственно, управление по делам ГО-ЧС. На реке Ухта у нас будет установлено 2 палатки с обогревом для переодевания. Будет организован автобус для граждан. Также будет организован чай. Иметь теплую одежду, сменное белье, не пить спиртное, следить за самочувствием – вот основные рекомендации желающим испытать себя погружением в прорубь в канун крещения. Эта процедура для организма именно испытание, говорят медики. Утонуть и уйти под лед в крещенской купели невозможно, она оборудована деревянным дном. Основную опасность представляет переохлаждение. Для человека, который имеет хронические заболевания, эндокринные, сердечно-сосудистые, в анамнезе инфаркты, инсульты, такие люди имеют риск при погружении в воду обеспечить себе спазм сосудов, который приведет к нарушению дыхания, к остановке дыхания, к нарушению сердечно-сосудистой деятельности, остановке сердца. Именно вот этим. Но даже здоровый человек, который в принципе не подготовлен, но чувствует себя хорошо, тоже имеет риск обострения каких-то имеющихся заболеваний. Словом, моржевание – процедура с множеством нюансов. Но не все знают, что она не является обязательным атрибутом празднования Крещения Господня. Отмечают его 19 января, а накануне в сочельник совершается обряд водосвятия. Обычно верующие хранят освященную воду целый год. Вся суть обряда именно в этом, а вовсе не в погружении в прорубь ночью. 19 числа, как и 18, совершается после литургии в дневное время, не в ночное, заметьте, а в дневное время. Совершается крестный ход на Иордань и совершается великое освящение воды. Но в традиции церкви погружаться в данные воды никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет. В этом году в ухтинских храмах купели не организуют. Поэтому безопасной альтернативы купаниям в Иордане, увы, не будет. Желающим неукоснительно соблюсти традиции представители церкви напоминают, крещенские обряды – это не моржевание, а прежде всего духовное очищение. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.